Друзья, всем салам алейкум! Мы на строительной выставке Казбилд в Алма-Ате. Вот этим профи, да? Да. Стабила! Евгений, Да-да. добрый день. День добрый. Как у вас дела? Все в порядке. Мы выставлены сегодня на Казбилде с дистрибьюторскими контрактами от Стабила, Виты, Вильпу, Йокари. Стенд 945. Всех ждем. Здесь очень горячо. Дают подарки за подписки. Стабила уровни. 10 лет гарантии. Избиваемая точность. Распаковка. Сейчас представлена серия R300. Вот такой профиль R-образный. Вот такая толщина. Это уровень, который имеет гигантский профиль, сильную толщину, 10 лет гарантии на точность. Всем привет! Мы находимся на выставке Казбилд 2023. Приехали мы с Алишером посмотреть, что интересного. Мы на самом деле знали, что здесь будет ТССП, это наши очень большие друзья сейчас уже. Мы будем больше расширять ассортимент данной компании. То есть Стабил уже завезли, сейчас пойдем на улицу смотреть Фела. Поэтому всем ТССП, ребят, всем привет! Выставка крутая. Привет. А расскажите, пожалуйста, что он там запиливает? Сейчас Шамиль показывает нам производительность наших дисков. Мы тестируем на 20-й арматуре и показываем, сколько диск может сделать максимально резов. И попозже сравним их с конкурентами. То есть он и конкурентов всех будет резать? И конкурентов всех абсолютно, потому что мы в наших дисках не сомневаемся, наши диски самые крутые, и мы можем показать самый лучший результат. Фела. Здравствуйте. Добрый день. Фела — это старейший европейский производитель. Можно я вам петличку одену? Да, конечно. Ага. Производство инструмента находится в Германии, город Нойштадт, Хессен. Компании более 140 лет. И основная специализация компании Фела — это отвертки и биты. Инструмент для тех, кто зарабатывает на этом деньги, и для тех, кто получает удовольствие от, в принципе, использования инструмента. Помимо отверток с обычной рукояткой, не изолированной, есть, соответственно, отвертки изолированные для электромонтажа. Они бывают как со стандартной изоляцией, с обычной, так и со слим-изоляцией. Вот представлено здесь. Обычно у монтажников вот это место, оно такое задранное, потому что они там пытаются добраться до винта, но никак не получается. Вот, то есть есть вот несколько вариаций. Различный шарнирно-губцевый инструмент. Опять же, как для домашнего применения, это вот не изолированные там пассатижи, длинногубцы, бокорезы и так далее. И есть серия изолированного инструмента до 1000 вольт. Как бы флагман тоже это динамометрические рукоятки. Точность, которую вы выставляете вот здесь на торце рукоятки, вообще первое это шаг 1/10 ньютон на метр, дискретная регулировка, то есть тут щелчок, который показывает, что вы как переместили на 1/10. И точность, что начал говорить, это 2%. То есть до 2%, то, что вы поставили здесь, да, то у вас выдается, соответственно, и с этой стороны. То есть это работа в основном в щите. То, что, как правило, в основном электрики пользуются обычной отверткой. Да, но у каждых автоматов указано усилие, с которым необходимо закручивать. Ну, в данном случае 2 ньютон на метр. Если вы перекрутите, то вы его сломаете. Если вы не докрутите, то здесь будет перегрев. Все это дело, весь щит у вас выйдет из строя. Целесообразно купить один раз, возможно, там она не дешево, данная рукоятка, но она позволяет увеличить стоимость своих услуг. При этом вы гарантируете потребителю, что щит у вас собран идеально правильно. То есть, мы можем какой-нибудь стрипер продемонстрировать, показать да, подписчикам? давайте попробуем. То есть Внутреннюю можно поближе, изоляцию. да, показать? Можно я попробую? Да. Ну, сначала отрезать. Так, бросаем. И дальше уже этим. То есть сначала вы снимаете внешнюю изоляцию. Так. Не, смелее. Да, не боясь. Все? Да. Просто он какой-то пластиковый такой. Это вам так кажется, да. Здесь все надежно. Чаете. Ага. Да. Вообще в легкую. Да. Понравилось. Да. Вообще чудо. Он его губками держит саму изоляцию, а дальше ее просто вытягивает. И поэтому он не успевает дойти, быстрее прорезается изоляция, и он ее просто вырывает. А размеры, которые он берет, какие? До 16 квадратов. Ага. И дальше дожимаем. До конца, да? Вот так Да, оттянул. открыли и До дожали. конца, и Да. все. Одел Да. и... Да, и вот он его снимает. Ага. Такой кабель. Соответственно, вы
закрыли, подрезали, дальше чуть оттянули, надорвали ее и сняли. О. Инструменты еще есть дополнительные ножи, соответственно, чтобы снять изоляцию вот таким образом. То есть также это дело чуть подрезали и сняли. Мы можем взять наш инструмент, реально это буквально будет там 4-5 различных ассортимента инструмента, и собрать щиток от начала до конца, где мы сможем его кабель отрезать, кабель зачистить, кабель обжать, кабель прикрутить и кабель протянуть. Мы занимаемся развитием ассортимента по зачистке и обжимке больше для электромонтажа в том числе. Спасибо огромное. Да, я уже готов. Присаживайтесь. То есть, смотрите, и... так. Хорошая машина. Он так медленно ездил, потому что подсос не закрыл. А, я еще быстрее мог ехать? Да. У нее скорость движения 20 км в час. То есть, если я буду 20 км в час гнать, она будет косить Да. при этом, да? До 20 км в час, да. Ну и видите, это зависит от чего, то есть от самого газона, да. Если у вас земля, к примеру, будет там с ямами и так далее, вы не сможете, вы будете прыгать. Если у вас хороший газон, ровная земля, тогда да. Насколько близко я смогу скосить газон? Если это высокий ствол и сверху деревья, вы вплоть до ствола можете доехать, прямо по крышке касаться ствола можете. Мотор Kawasaki? Kawasaki, да, очень такой мотор надежный, не знаю, в двух словах. Если как менять своевременное масло и фильтра, он прослужит дольше, чем само железо. У вас скорее уже сгниет все железо, а мотор еще будет служить. Эти машины собираются в Америке. То есть, как американцы любят. Просто массивность металла, то есть это не просто какая-нибудь жесть. То есть она с Америки? Это с Америки, да, машина. Сегодня на выставке мы демонстрируем инструмент от Yukari. Это инструменты для работы с кабелем, для снятия изоляции. Коротко расскажем и покажем, что это такое. Первый тип инструментов – это кабельный нож. Максимально универсальный инструмент, который позволяет работать практически с любым видом круглого кабеля. Принцип работы предельно прост. Мы подстраиваем вынос лезвия под толщину кабельной оболочки. Позиционируем кабель под прижимной рычаг. Совершаем буквально несколько оборотов и совершаем продольный рез. В результате получаем зачищенную кабельную оболочку. Универсальность инструмента заключается в том, что мы можем подстроиться почти под любой тип кабеля за счет выдвижного режущего элемента. Существуют кабельные ножи системы 470. Отличается от классических тем, что здесь используется система сменных прижимных рычагов. То есть мы одним движением можем поменять рычаг и получить инструмент уже с другим диапазоном применения, например, как здесь, от 27 до 35 мм. Следующей категорией это кабельные стриперы. Кабельный стрипер – это про скорость и по производительность. То есть для того, чтобы зачистить конец кабеля, мне требуется потратить буквально несколько секунд. Кроме того, у этого инструмента есть огромное преимущество. Мы можем при вводе трасс в щиток произвести сначала продольный, а потом поперечный рез на большое расстояние, тем самым зачистив кабель на большой длине. Кроме того, в кабельных стриперах есть универсальный инструмент Yukari Allrounder. Allrounder в переводе с английского означает многоборец. Многоборец он потому, что может работать с круглым кабелем. При этом он позволяет работать с наиболее распространенным в Казахстане плоским кабелем. Процесс зачистки занимает буквально 1-2 секунды. Еще раз. Как вы видели, я делаю надрез, затем небольшой отступ, надламываю кабель и стягиваю оболочку. Связано с тем, что инструменты работают в диапазоне диаметров. Соответственно, работает следующим образом. Кабельная оболочка не дорезается до конца, она только надрезается. Далее мы отступаем, дорываем до конца и снимаем. Сделано для того, чтобы не повреждались жилы. То есть при работе с качественным ГОСТовским кабелем вы на 100% уверены, что жилы повреждены не будут. Внутреннюю изоляцию тоже можно чистить? Да. Yukari Allrounder – это два лезвия для 1,5 и 2,5 сечения нашего провода. Позиционируем, снимаем.
Здесь установлен ограничитель длины на 11 мм, то есть мы можем потоково чистить на длину 11 мм для установки в клеммы, в ваги и в прочее. Следующий сегмент – это автоматические стриперы. Наверное, один из любимых сегментов нашими монтажниками за счет того, что позволяют существенно повысить производительность, скорость работы при зачистке изоляции. То есть, например, такие пистолеты позволяют снимать изоляцию с проводов сечением от 0,2 до 6 квадратных миллиметров. Зачистили 1,5 миллиметра, взяли, например, 4, без проблем сняли 4 миллиметра. Есть старшая модель, отличается конструкцией, то есть здесь уже несколько по-другому идет балансировка пружин, добавлена противоскользящая вставка, то есть повышается комфорт при работе, а также есть возможность подстроиться. То есть, как говорил, эти инструменты автоматически подстраиваются под любое сечение, заявленное при работе со стандартными проводами из ПВХ-изоляции. Если мы сталкиваемся с чем-то менее стандартным, например, с резиной, без галогенкой, еще с чем-то, мы можем сделать подстройку, лезвие будет проникать глубже, соответственно, позволит, это более универсально. Последний сегмент – это клещевые стриперы. То есть, как я говорил, пистолеты работают до 6 квадратов. Инструмент 6.16 мы рекомендуем использовать уже от 6 и выше. Отсутствует ограничение по длине за счет сквозной конструкции. И точно так же автоматическая подстройка подсечения. То есть здесь у меня шестерка, без проблем сняли. Возьмем, например, 16 квадрат, точно так же без проблем зачистили. Очень быстрая потоковая работа за счет наличия лезвий, срез аккуратный, ровный и точно там, где нам хочется. И последний в этом сегменте инструмент – это Yukari FKZ, который поражает своим повышением производительности при работе. То есть тут эффект очень прост. Мы за 2 движения можем подготовить плоский кабель к монтажу. Первым снимаем оболочку, вторым зачищаем сразу 3 лезвия. И, наверное, еще один инструмент, на который хотели бы сегодня обратить внимание, это Yukari Quadro. Первым движением мы можем отрезать провод. Вторым снять изоляцию. Третьим скрутить. И четвертым сделать обжимку наконечника. Инструмент оснащен кассетами, то есть быстро мы можем произвести смену с одного сечения на другое и приступить к работе уже с другим сечением. Инструменты Yukari – это те инструменты, которые позволяют существенно повышать производительность при работе, а соответственно и зарабатывать больше денег. Инструменты на 100% производятся в Германии, начиная от лезвий. Все лезвия производятся в городе Золинген на знаменитом заводе. Все лезвия имеют такой золотистый оттенок. А золотистый оттенок – это покрытие нитридом титана. Нитрид титана повышает прочностные свойства металла, соответственно, повышается ресурс. Ну и заканчивая литьем пластика, то есть даже литье пластика делается в Германии. Yukari – это инструмент про качество, Yukari – это инструмент про зарабатывание денег. Шел 3-й день, котов до сих пор что-то пилят. Сегодня 3-й день выставки, мы продолжаем запиливаться. Сегодня у нас 230-й диаметр дисков. Мы тестировали не только наши, также приходили клиенты, приносили свои диски, они хотели посмотреть, насколько хорошо пилят диски, которыми они пользуются. И после увиденного вопросов никаких не осталось. Клиенты берут наши диски и с удовольствием ими будут работать. Hello everybody, I'm Jeffrey from TSP and Katop team. And these days we participate at the fair here. It's a very good fair and awesome. And we already achieved the good result. And for example, it's our testing result. And Katop TSSP are the best. You can believe TSSP and Katop forever. Yeah.